Курилки аэропортов за деньги. Депутаты готовят поправки ко второму чтению законопроекта о возвращении спецкомнат. Долгие годы с разбитыми дорогами. Какова сейчас ситуация с ремонтом дорог в Нерюнгри, расскажет наш корреспондент с места событий. Ландшафтный дизайн, обустройство территории, уход за растениями и животными. Чем еще занимаются ребята в детском трудовом лагере в Ленске. В эфире новости. В студии работает Ольга Башук. Здравствуйте. Путин поручил правительству исключить категорию 0+. До 1 сентября правительство должно предоставить предложение по совершенствованию российского законодательства по защите детей от вредной информации, исключив данную категорию. Соответствующий перечень поручений дан по итогам встречи президента с участниками медиафорума Общероссийского народного фронта. В ходе мероприятия главе государства пожаловались на трудности, с которыми люди сталкиваются из-за законов о возрастной маркировке книг и фильмов. В частности, одна из участниц форума пожаловалась президенту на необходимость маркировки любого журналистского материала 0+, 6+, и 12+, отметив, что разницу между 0+ и 6+ трудно уловить. Президент пообещал ей рассмотреть этот вопрос и решить его в соответствии со здравым смыслом. Курилки в аэропортах предлагают сделать платными. Таким нововведением будет сопровождаться законопроект о возвращении комнат для курения в аэропорты. Так, по словам первого зампреда Комитета по контролю и регламенту Госдумы, функционирование таких комнат можно назвать бизнесом, за который курильщики должны платить. Пока трудно сказать, сколько будет стоить вход, но по мнению одного из депутатов, цена за подобное удовольствие должна варьироваться от 50 до 100 рублей. Отмечу, что закон о возвращении курилок в аэропорты Госдума планирует принять осенью. Капитального ремонта улично-дорожная сеть столицы Южной Якутии не видела с момента основания города, то есть в 44 года. Сложные климатические условия и практически полное отсутствие ливневой канализации разрушают асфальт с каждым годом. По причине нехватки средств администрация вынуждена обходиться только ямочным ремонтом. И сейчас на связи с Нерюнгри наш корреспондент Екатерина Павлова. Екатерина, скажите, каков процент выполненных работ по ремонту дорог? Да, Ольга, сегодня в городе Нерюнгри процент ямочных работ выполнен более чем на 80%. С основных дорог перешли на дополнительные и внутриквартальные. Эти работы должны закончиться до конца этого месяца. Работы проводятся с гарантией, то есть подрядчик сам выплачивает за свои средства те ямы, которые в прошлом году или в нынешнем были сделаны некачественно. Также продолжается замена бордюрного камня в центральных улицах города, на улице Дружбы народа, где мы сейчас и находимся. Екатерина, а начались ли работы по капитальному ремонту центральной улицы Карла Маркса, заявленной по программе развития Нерюнгри как моногорода? Да, Ольга, долгожданный ремонт улицы Карла Маркса начался. Согласно проектно-сметной документации, общая стоимость работ будет составлять 108 миллионов рублей. 90 миллионов рублей берет на себя республиканский бюджет. Работы начнутся с тротуаров. Первоначально они обновятся, затем заменится полностью дорожное полотно, также замена бордюрного камня. В этот период работ дорога будет немного сужена, поэтому водителей просят соблюдать внимательность и осторожность. Ольга. Спасибо, Екатерина. А я напомню, что о ремонте дорог в Нерюнгри нам рассказала наш корреспондент Екатерина Павлова. А в Якутске состоялось торжественное открытие спортивно-адаптивной игровой площадки «Солнечный остров». В 2017 году по инициативе неравнодушных горожан и при поддержке мэра, а ныне главы Якутии Айсена Николаева, была заложена идея строительства площадки для людей с ограниченными возможностями. Главная цель проекта – создание максимально комфортной социализации детей в обществе сверстников. Отмечу, что в Якутске это первая спортивно-адаптивная площадка. Для детей с возможностями здоровья полными, ну и так и для ребятишек с ограниченными возможностями здоровья. Продолжает непосредственно вот эту вот традицию по созданию этих комфортных зон для всех групп населения, которые проживают у нас на территории. Безусловно, мы будем продолжать строительство подобного рода площадок в целом по республике. У каждой из них будет свое лицо, а вот у этой площадки такое прекрасное название, как «Солнечный остров». Я думаю, оно себя оправдает. В Пангаласском районе до 2025 года из аварийного жилья должны переселить 2000 человек. О планах муниципалитета по реализации второго этапа программы переселения граждан знает Виолетта Засимова.
За период реализации первого этапа программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в Хангаласском Улусе было расселено 53 многоквартирных дома общей площадью 12 150 квадратных метров, в которых проживало 897 человек. Были построены 14 благоустроенных домов в каменном варианте в городе Покровске, в поселке Махсагаллох и в селе Качкадзе. Объем реализации второго этапа программы в 2, а то и в 3 раза превышает предыдущие показатели. Необходимо расселить 144 многоквартирных дома, в которых проживает в настоящее время 2037 человек. При этом речь идет лишь о домах, признанных аварийными на 1 января 2017 года. По второму этапу 2019 по 2025 года мы должны расселить 30 тысяч квадратных метров. А из них в этом году мы должны расселить 2361 квадратных метров. По этапу 2019-2020 годов планируется переселить во вторичное жилье 15 семей. 10 семей в городе Покровске и 5 в поселке Махсагаллох. Также в районном центре строится многоквартирный дом по улице братьев Ксенофонтовых. Из 32 квартир 30 квартир предназначены для переселенцев. Ключи от нового жилья будут вручать осенью 2020 года. Уже решено, жители каких домов туда переселить? Это переселяется именно решает уже муниципальное образование город Покровск, то есть в мере у них список у них, а они реализуют и ставят именно по какая квартира куда будет расселена, они уже список не дают. Ну, еще и там рассматривается комиссией. Самый пик расселения из аварийных домов в Хангаласском Улусе придется на 2021, 2022 и 2023 годы. Так, многоквартирные дома для переселенцев будут построены помимо райцентра в селах Актемцы, Техтюр, Ой, Верхний Бестях, Синск и Качкадзе. Виолетта Засимова, Хангаласский Улус. В конце прошлой недели члены клуба «Мотопатриот» сделали подарок нерюнгринским детям, но нерадивые гости парка не оценили их старания. Установленный в городском парке культуры и отдыха советский тяжелый мотоцикл «Урал» в новом оформлении в виде яркой, красочной, малой архитектурной формы буквально сразу же решили испытать на прочность. Мотоцикл стал объектом откровенного вандализма. Оторванная ручка, тросик, разбитый спидометр и сорванные накладки. К сожалению, таких примеров в городе немало. От рук вандалов страдают скверы, парки, новые лифты и отремонтированные подъезды. Эта ситуация, конечно, очень расстроила, огорчила, и хотелось бы обратиться к жителям нашего города, к родителям, к детям, к подросткам. Пожалуйста, не ломайте, не разрушайте то, что было создано с большой любовью для вас, для ваших детей, для гостей нашего города. Хотелось бы, чтобы мотоцикл остался достаточно долгое время в том виде, в котором он сейчас пока еще есть. Нам пишет очень много расстроенных родителей, что не успели еще привести своих детишек в парк поиграть, и уже произошел такой неприятный инцидент. Очень надеемся, что он будет последний, и больше подобных ситуаций не повторится. Экопарк на озере Щорса пополнился парой черных лебедей. Сегодня состоялся торжественный запуск новой партии пернатых. Автор проекта Юрий Борисов давно мечтал привезти в Якутск черных лебедей, самку и самца. Их приобрели в московском зоопитомнике благодаря спонсорам. Кроме этого, на озере появились и другие новые обитатели. 10 уток, 6 серых гусей и 2 белолобых гуся. По подсчетам организаторов, в день озеро посещают 400 человек. Оно уже стало любимым местом горожан. Наше озеро вот рядом с онкобольницей, да. Я вот встречаю онкобольных, там люди, и они многие мне говорят, вот сидя, смотря на этих уток, у нас как-то забывается болезнь, говорят, как бы лечебные свойства. Я тоже так думаю. Вот, когда общаешься с утками, забываешь все проблемы свои, как-то легко и так чисто становится. Но наша цель была вот привлечь детей, привить детям любовь к животным. На базе Ленской станции юнатов продолжает работу детский трудовой лагерь. За летний сезон мальчики и девочки приобретают навыки по уходу за растениями и животными, занимаются ландшафтным дизайном и обустройством территории. Подробности в следующем материале.
Теплицы с овощами, клумбы с множеством цветов, ухоженные грядки с привычными растениями. Видно, что все посадки находятся под постоянным наблюдением и опекой. Это творение и забота детей, которые в течение лета ухаживают за культурами под руководством наставников. В основном это агровоспитание, привить детям умение ухаживать за растениями, экологическая направленность, уважать и любить природу, уважать и любить труд людей, которые этим всем занимаются. За лето в лагере занимается взращиванием растений и другими работами около 60 мальчишек и девчонок. 3 сезона по 3 недели. В процессе трудовой деятельности дети не только ухаживают за растениями, но и приобретают новые знания и находят время для общения. Занимаемся украшением станции юнатов, улучшением ее состояния. А нравится или узнал то, что когда сюда приходил, да, я, может, даже не знал больше половины названия цветов или растений, даже зверей. Но сейчас, уже ближе к концу сезона, я достаточно расширил свой кругозор в плане биологии. Больше всего здесь мне нравится это общение в неформальной обстановке, ну а во-вторых, природа красива, цветы. Красиво — это тоже плоды детского труда. Под руководством педагогов дети занимаются ландшафтным дизайном, делают фигурки, экспонаты из подручных материалов. Это разработка дизайна цветов, как они должны быть посажены, в какой композиции. Опять же, это изготовление различных украшений для больших садов и огородов. То есть дети сами непосредственно этим занимаются? Конечно, это выбор идей только детские. Они что выбрали? Смотрим, если есть у нас подручный материал, мы все это изготавливаем. Есть и еще одна забота у детей. Нарываем большие листы для морских свинок. Сейчас все дружно идем в живой уголок кормить питомцев. Да. Кормление животных, наблюдение за ними – самые увлекательные занятия для детей, причем не только воспитанников летнего трудового лагеря. Самое посещаемое и любимое детьми место на станции юнатов – это живой уголок. Будучи мальчишкой, я с друзьями сам посещал его, позже водил сына. С тех пор ничего не изменилось. Кстати, здесь есть довольно интересные экземпляры. Это необычная порода кролика. Это было сведение ангорского и шиншиллового крыла. Мама была шиншилловая, это представитель вот такой вот имеет, который голубой с серым окрас. А папа обычный ангорковый крол, из которых, естественно, вяжут варежки. Их очень долго расчесывают, и потом вот имеем себе теплые вещи. Вот такой интересный факт для многих. Новые знания, полезный труд, заработанные деньги. Вот так решают проблемы летней занятости детей на станции юнатов. Сергей Евсюков, Виталий Андреев, Ленск. Таковы были новости к этому часу. Еще больше информации ищите на наших официальных сайтах nvk-online.ru и як24.ru. А мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.